Так, мужчины, всех приветствую. Сегодня у нас каточка на Бисмастере, на троечке. Все, поехали. Так, ну здесь я соберусь в дефолтный билд через Аганим Арканы. Потом выхожу просто в Даггер, БКБ. И здесь на самом деле очень хорошо сидит Дисперсер. а, Пуржить Баратрума, пуржить читок Тинкера и пуржить Виндран. Так, ну здесь 10 тысяч раз я уже говорил, то что мы особо стараемся на первых левелах качаться, да. Ждем третий левел, ждем кабанов 2, топорики. Здесь, в принципе, если вот нападают, особо стараемся разменяться на ресурсы. В принципе, тут получится убить, нормально получилось. А так обычно просто стоим, да, максимально экспимся, а потом уже на третьем-четвертом уровне с базилкой, когда у нас будет маны побольше, мы уже начинаем активные действия через топоры и через кабанов. Так, тут третий левел лапаю, довожу себе сразу кларити, потому что мне пришлось немножко разменяться с ВР и дизраптором, они слишком подставлялись, и поэтому я более активно играл, так сказать. Довожу Clarity к третьему уровню, и сейчас с кабанами в 2 уже можно себя комфортнее чувствовать. Как только приедет Clarity, я уже начну линию выигрывать. Может быть, находить какие-то фраги и прямо под тавером душить. Возможно, ко мне кто-то стянется, может мидер ко мне стянется, может пятерка, то есть как-нибудь попробовать от этого отыграть. Так, ну в общем, после всех этих фрагов на линии решаю немного подкачаться, закачать вот эти стаки, которые мне сделал ШД. Можно стаки делать кабанами, это очень большой плюс. Но здесь я именно делал упор на линию, потому что была линия очень активная. Пришлось этих кабанов использовать, чтобы как можно получше поставить линию и выиграть ее. То есть, если у вас линия более-менее равная, или у вас тяжелая, наоборот, линия, то можно кабанами стакать ланши, пулить пачки, блочить смолкем, чтобы они не пулили. Так, вот я покупаю Аганим. С Аганимом мы можем подраться, подключиться куда-нибудь вместе с Рором. Без Рора вообще не советую никуда лезть. Советую просто качаться, потому что Аганим это у нас шмотка на фарм. Это как купить БФ на антимага, да, то есть с Аганимом мы стараемся закачать даггер, можем Рошана забрать. И уже с даггером Аганимом, вот тогда уже можно подключаться к файтам полноценно. Но опять же, в тех случаях только когда у нас есть Рор. Без Рора мы обязаны фармить обязательно, потому что мы потеряем темп, если не будем качаться. А без Рора обычно тяжело здесь найти фраги. То есть даже вот я тэпнулся в топ, да, в этом моменте. Попытался кого-нибудь убить, но, как видите, ничего не вышло. Даже Тинкера не убил, по-моему, здесь. Да, я просто здесь умер, и это большая ошибка с моей стороны. Также хочу обратить ваше внимание на то, что если игра тяжелая, даже с даггером, очень тяжело найти фраги. То есть здесь очень важно в игре не нафидить лишний раз.
Здесь у них драфт очень сильный, на самом деле. Бара, дизраптор, то есть они могут ловить просто на любом лайне и делать фраги. Здесь надо быть предельно аккуратным и принимать именно правильные файты, где условно они подерутся по Т1, отдадут все кнопки свои, никого не убьют за эти кнопки, и вы сможете уже со всеми своими кнопками подраться по Т1 своим. Как произошло здесь, в этом случае, не было Тинкера, например, они напали без Тинкера. У них не хватило дэмэджа убить Некрефоса. Я был рядом, фармил рядом. И у меня было все. У меня был Рор, у меня был Аганим, был Даггер. И я просто подошел. Они уже нажали Рэвэдж, они уже нажали ульту Дизраптора. То есть мне ничего не угрожало здесь. Я просто подошел, нажал Рор, забрал фраги, забрал голду. И плюсом к этому еще забрал Рошана. То есть здесь я очень рискнул, но этот риск оправдается. Все, просто забрал Рошана и вышел. И пошел дальше качаться. Так, ну здесь я вам показываю просто, как я подключаюсь к файтам, как я выбираю файты в целом. То есть я не стараюсь ничего инициировать сам, потому что сейчас у меня, в принципе, нету Аегиса. Обычно первый Аегис у нас всегда тратится на фарм и на, ну, опять же, файты, да. Но в основном вы тратите просто 5 минут Аегиса на качественный фарм, не боясь умереть, и при этом с Рором подключаясь к файтам. То есть вы не стараетесь закончить игру с Аегой. Это очень важно, потому что сейчас патч тяжелый, для заканчивания на ХГ вы не зайдете. Максимум, как вы сможете реализовать Аегис, это сломать Т2 все внешки. Но так как тут, объясняю, игра тяжелая, я просто с Аегой качался и подключался к выигрышным файтам. Выигрышные файты — это те файты, в которых enemy, например, дерутся не на вижене, они потеряли свои кнопки, либо они дерутся не все. В общем, вот такие файты. Так, в этом файте объясняю, почему мы напали на Тайтхантера. Во-первых, у меня есть все свои кнопки, есть БКБ, есть Рор, и у них ВРК в таверне. Поэтому мы, в принципе, здесь напали. Получился хороший файт. Сделаем пару киллов. Опять же, да, была бы здесь ВРК, я бы еще задумался насчет того, нападать ли в Тайтхантера или нет. Но сейчас мы уже камбэкнули игру, более-менее. Я здесь уже очень мега большой. И поэтому, в принципе, мы уже можем брать игру в свои руки и начинать что-нибудь инициировать, какие-нибудь файты. Все, докупил дисперсию, наконец-то, да. С дисперсером мы уже становимся в 1000 раз сильнее. Здесь мы пуржим Баратруму, второй скилл. Тинкеру пуржим щиток, и в эрке пуржим мы винран. То есть мы мега сильные стали. Сейчас осталось просто забрать Рошана, открыть внешки, забрать Рошана. И все, спокойно и закончить игру. Здесь на верке подставляется, опять же, да, забираем фраг фришный. В принципе, с дисперсией уже это делать мега легко. Так, здесь я предложу команде попробовать запушить ХГ.
В принципе, без Аегиса, потому что я не хотел, чтобы Тинкер с Барой скипали линии, просто хотел стянуть их на КГ. Но получилось так, что я просто прыгнул в Тинкера под дисперсией, убил его, и мы здесь сторону спокойно забираем. Потому что я здесь уже большой, и можно даже без Аегиса заходить. Но в идеале, конечно, надо было бы подождать Аегис, но так как я был здесь уверен уже в себе, то можно так зайти. То есть здесь просто исключение. Так, ну все, благодарю за просмотр. Average катки 10500 ПТС. ID игры скину в описании. Все, всем удачи. Подписывайтесь на канал.